С недавнего времени кыргызстанцы получили возможность подавать заявку на участие в госипотечной программе через мобильное приложение «Түндүк». Это нововведение упростит процедуру сбора документов и заполнения заявлений. Специалисты профильных ведомств побывали в Таласской области, где провели среди жителей разъяснительную работу и наглядно показали возможности данной опции. Раньше граждане оформляли заявку через сайт. Эта процедура была сложной. Сейчас, благодаря приложению «Түндүк», все проходит очень быстро. Мы подробно рассказали об этой процедуре нашим гражданам и ответили на все вопросы. Мы должны знать о проблемах наших людей, прислушиваться к их рекомендациям. Все озвученное будет доведено до нашего руководства. Участники встречи также заслушали подробную информацию о направлениях жилищного финансирования. В целом местные жители получили ответы на все интересующие их вопросы. Напомним, что на сегодняшний день в городе Таласе ГИК тоже строит ипотечные дома. К нам приехали специалисты госипотеки, рассказали нам хорошие новости, мы обо всем послушали. Считаю, что эта информация очень полезна для нас, жителей Таласа. Очень многие люди нуждаются в ипотеке. Вопрос государственной ипотеки для нас очень актуален, и не только для жителей города. Однако не всегда было понятно, как вставать в очередь. Было много вопросов, поэтому такие разъяснительные работы нужно увеличивать. В ипотечных домах Таласа, которые сейчас строятся, всего будет 319 квартир. По данным ГИК, ключи будущим владельцам передадут во втором квартале 2026 года. Общее количество очередников на приобретение жилья в Таласе не превышает 1000 человек. Государство планирует начать строительство еще одного многоэтажного дома в областном центре, чтобы удовлетворить потребности местного населения в жилье. Очередники из бюджетной сферы могут взять ипотеку под 4% годовых сроком на 25 лет. Еще есть социальная ипотека для многодетных семей, матерей-одиночек, лиц с ОВЗ. Они тоже могут взять ипотеку под низкий процент. Граждане, которые работают в частном секторе, могут взять ипотеку под 8%. У них должен быть или патент на трудовую деятельность, или ИП, или официальная работа с соцотчислениями. Такая масштабная разъяснительная работа проводится по всей стране. В ведомстве подчеркивают, что это еще один шаг к выполнению задачи, поставленной президентом по созданию простых и понятных цифровых решений для населения. Мадина Низамова, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Таласская область.